беру телефон, ГС записываю в таком состоянии, как, знаете, вот этот фиолетовый миньон. Один сгорел, да. Это будет самый худший год, почему вы хотите в школу, типа такого. Эта девочка такая, это девочка или мальчик, такие загадочные. Может, у них спросить? Нет, такого не будет. Что мы еще запомним, если не эти воспоминания? Всем привет! Добро пожаловать на наш 5-й эпизод нашего любимого подкаст-шоу Talk the Talk. И сегодня вас ждет максимально чилловый формат от ваших любимых хост-ведущих Азизы и Дамели. Сегодня хотим поговорить о том, как прошел этот учебный год в преддверии мая. Май начался, весна, и ощущение, что все уже отдыхать, да. И что же, и в целом можно начать с того, как мы ожидали пройдет этот год. Еще раз напомню, мы сейчас учимся в 11 классе, и лично у меня было довольно много различных ожиданий, expectations этому году, и, скажу честно, я ожидала худшего. Я просто все лето провела в страхе, я читала постоянно про поступление, смотрела тиктоки про поступление, я думала, все, я ничего не делала до этого, поэтому в этом году я буду пахать, и у меня этот год будет самый трудный. Я еще всех пугала вокруг, типа, это будет самый худший год, почему вы хотите в школу, типа такого. И вот ожидания были такие, что я весь год буду нагружена, готовиться к SAT, к IELTS, мотивационное эссе писать, и главное, extracurriculars. Я думала, все, у меня новые предметы добавят, всякие программирования, ГПР, буду на английском учиться, плюс буду задротить жестко, буду там, не знаю, активничать постоянно. Я думала, я выгорю, на половине. Все оказалось совершенно не так, но об этом попозже. А какие были ожидания у тебя? У меня вообще в целом особых ожиданий не было, потому что я работала летом и особо не думала о школе, но я I couldn't wait to see my friends. Yeah. Больше всего именно по вайбу школы соскучилась. Но в целом такого страха не было, потому что я больше думала о том, что биология, да. Вот говоря о биологии, то есть, как вы знаете, мы в 10 классе выбираем 2 профильных, и плюс экономика или география на 11 и 12 класс. И, получается, я выбрала химию, биологию, Азиза выбрала химию, физику. И I was excited, несмотря на то, что все 12 классы говорили о том, что, биология говно, учитель вообще ужасный, он не преподает нормально, биология сама по себе сложная, так много информации. Меня это как-то вообще не волновало, потому что я понимала то, что в сравнении с физикой биология, люблю биологию, несмотря ни на что, я буду нормально себя чувствовать с ней в любом случае. И так и оказалось, на самом деле, с самого первого урока было очень познавательно, очень интересно. Конечно, бывают темы, которые не нравятся, но что поделаешь, это биология, да. Везде есть сферы, которые все равно не будут такими интересными. Очень интересная химия, благодаря учителям, очень мистер Асиф. Мистер Асиф, we love you. Yes, you are the best. Yeah. А ты что скажешь? Я очень много могу говорить про профильные предметы, потому что, на самом деле, прихожу я в школу, не имея никаких ожиданий, ненавидя вообще то, что я тут, понедельник, да, думаешь, вообще самый худший день недели, на самом деле сейчас самый любимый, как раз-таки из-за расписания у нас химия, математика, физика, физра, то есть чисто для меня это chill day, потому что я только учу свои любимые предметы, и потом после 6 иду домой. Да, после 6. И, в общем, прихожу я на химию, сажусь на первую парту вместе со своей любимой подружкой в максимально новой группе. Люди, я с ними максимально... Некоторых я вообще не знала, некоторых я знала, но не общалась. И то есть это максимально новый environment, и такой, знаете, как будто fresh start, ты просто знакомишься по новой, как будто опять в 7 классе. И сидишь перед своим новым учителем, и он просто великолепен, он просто тебя поражает. Это мистер Асиф. Мистер Асиф,
you're the best, once again, да. И он просто так хорошо преподнес информацию, так хорошо поднял энтузиазм всех учеников, и я просто думаю, вау, я что, буду учить это весь год? Это так интересно, это так классно. После этого у меня была физика. На физике у меня любимая учительница тоже Мисс Гульнур. Мисс Гульнур, привет. Здравствуйте. Вы тоже самая лучшая, реально. Потому что физика стала такой увлекательной, интересной, чилловой. И ты просто сидишь, думаешь, вау, это реально то, что я хочу учить в этом году. А потом смотришь на расписание такой, нету биологии, нету, как его, информатики, географии, и ты такой думаешь, вау, у меня нет причин не любить школу. И реально, если спросить моих родителей даже в первой четверти, и даже первые полгода, я реально приходила домой и говорила, как же я люблю школу, как же я хочу опять в школу. Это, конечно, касается не только профильных предметов и учебы, потому что которая тоже была офигенной, но еще и новых экспириенсов, новых увлечений, окружения в этом году. Это все было прямо на высшем уровне. Да, вообще классно. Тоже так ощущается очень хорошо, fresh, как в американских сериалах с разными людьми сидишь в классе. И мне кажется, в целом по уровню сложности год не особо отличается. Да, потому что ты растешь вместе с временем, в плане с нагрузкой. И несмотря на то, что, да, действительно, ГБПР очень много писать, очень много информации, все равно ты к ней адаптируешься. И в целом я бы не сказала, что ощущается очень сильно вот эта вся нагрузка. Да, она действительно есть, но в сравнении с 10 классом, 10 класс был трудный, потому что там была информатика, физика. 11 класс тоже трудный, он нелегкий, но все зависит от того, как вы делаете все в сроки. Вот именно по дедлайнам очень строгий год, я бы сказала. Согласна. Ну, в плане предметов типа математики, то, конечно, каждым годом все сложнее и сложнее темы, но и ты осваиваешь, как мне кажется, лучший материал, учитывая, что у тебя есть знания предыдущих годов. Например, в этом году у нас логарифмы, интегралы. Они сложнее, чем то, что было в 10 классе, они намного сложнее, чем обычные производные, типа, реально. Но усваивается материал все равно. Если преподаватель хорошо объясняет, то ты так или иначе, мне кажется, поймешь. И плюс, конечно, свой собственный упорство, свои старания. Все зависит от личной мотивации каждого. Да. Но еще я скажу, вот профильные, они хоть и были трудными, в частности, физика, она была довольно трудной, но из-за того, что учительница очень хорошо все объясняла, Лоис тоже хорошо объяснял, не буду врать. И материал хорошо усваивался, и ты хотел его изучать. И плюс, когда ты получаешь 4, ты такой, не очень, короче. И хочешь 5, и ты сам стараешься, это все зависит от вас, поэтому я бы сказала, что по сложности примерно так же обычные предметы, а ГППР, экономика, дедлайны, я согласна, да, это надо прямо планировать, надо прямо поднимать себя на выходных, начать писать, это муторно, но это делать, это можно сделать. Единственное, самый неоческий предмет какой был? Программирование? Да, этот предмет был не то что неоческий, неоческий, очень сложный он был. Бесполезный. Химбио, химфиз. Нет информатика. Да. Реально, у нас большинство девочек в нашем классе так. И вот просто учишь прогу, и ты думаешь, во-первых, зачем оно мне? Во-вторых, как я это буду учить? Это вообще возможно, невозможно. Тут нету заучивания, тут нету, не знаю, просто сделать какие-то задания. Тут надо по логике, надо прям жестко разбираться в этом предмете. И это довольно трудно давалось. У меня первые 2 четверти реально были 2 четверки, я уже думала, все, desperate. Я стараюсь быть отличницей, поэтому я стараюсь постоянно пытаться исправить все на 5. Я думала уже в 3 четверти, когда мне надо было 25 из 30, я думала, все, конец, короче. Пусть за 4 году ничего страшного. А потом я такая, ну ладно, почему не попробовать, когда я пыталась, когда я сдавалась перед возможностью получить 5. Биологию же как-то вывезла в 10 классе. Да. Прогу тоже вывезу. Начала прям жестко, стараться, учить, хотя этот предмет вообще ненавидела, но 4 бессонных ночи, мотивационные песни, все зависит от нас самих. Да. И
получила хорошую оценку, у меня в итоге вышла 5 в третьей четверти, поэтому все возможно, ребята. Сколько за Сочи? 27 из 30. Поэтому, Да. ребята, стараемся, и думаю, с любой уровнем сложности можно справиться. Да. Давай, топ-3 самых сложных предметов в этом году. Боже. Математика, программирование. Что я сказала? ГБПР. Да. Ну, муторно, неинтересно. Ну, математика я поспорю, потому что математика, она хорошая, когда ты действительно решаешь, когда ты понимаешь, что ты делаешь, но программирование и ГБПР, я просто не понимаю смысла их существования в нашем curriculum, и все. Есть такое. У меня так, типа, прога, физика, ГП. Ну, физика я очень люблю, мне нравится, но сложно, что поделать, типа, все это усваивать, Да. но мне нравится. Жалуюсь. Как адаптироваться надо в любом случае. Короче, в этом X-менах был один персонаж, он в итоге в той же серии откинулся. У него была способность, он мог адаптироваться под любой environment, то есть если он в воде, то у него жабры появлялись. И он говорил: адаптируйся, чтобы выжить, что-то такое. И кроме этого, конечно, есть другие волнения. Это поступление в университет, это экстракуррикулар. И вообще, есть ли смысл продолжать это делать в 11 классе? Не поздно ли? Расскажет нам Азиза. Да, есть ли смысл активничать именно в 11 классе? Конечно, есть. Абсолютно да. Как мы знаем, последние 4 года они считаются, все ваши достижения, все, что вы делаете в целом, любая активность, она засчитывается, it counts. Поэтому 11 класс — это не исключение. И даже если кажется, как будто вы уже старики, все, вы уже просрали свое время, нет, мы тоже, лично я особо не так сильно старалась в 9-10 классе над активностями, и я думала, 11 класс, все, надо пахать. И на самом деле так. В этом году мы довольно, мне кажется, были активными в плане клубы, подкаст-шоу, парламент, это у нас тут все это общее. Да. И вот это все мы напишем в портфолио, это все очень важно. Во-первых, конечно, для университета, потому что, вау, этот человек, он реально чем-то увлекался в старшей школе, он реально делал импакт в своей школе, в своем городе, нам он нужен. Вот так думают эти, как их называют? Нет, как там? Я не помню. Admission. Да, admission officer, такого, кажется. Да. Вот, они так думают. Во-вторых, из этих активностей и состоит ваш, мне кажется, учебный год, даже больше, чем из самой учебы, потому что это то, что вы запомните. Это вы запомните лучше и больше, чем какие-то экзамены, какие-то бессонные ночи с подготовкой. Вот на этом и строится ваше удовольствие, которое вы испытываете в учебном году. Поэтому смысл активничать, конечно же, есть. Да. А что думаешь ты? Конечно, потому что, как ты сказала, это то, на чем строится ваша жизнь. И вот знаете, если вы чувствуете себя уставшими после учебы, после вот этой постоянно однотипной рутины, посмотрите, обратите внимание на то, что вы делаете, кроме того, что вы идете в школу каждый день, в школе торчите какое-то время, потом обратно домой. Конечно, скучно, очень скучно, но, как вы видите, мы здесь снимаем, и это то, как мы разгружаем наши будни, потому что пришла идея, и мы такие: опа, можно реализовать. Мы контактируемся, то есть пишем психологиням, спрашиваем, можно нам вот в такой-то день ваш кабинет? Они такие: да, давайте. Потом мы идем к телевизионной студии, и там у них просим свет. Этот тяжеленный свет мы таскаем с 1-го этажа на 3-й, потом обратно с 3-го на 1-й. И мы же делаем это не просто так. Мы делаем это для реализации нашей идеи, нашего экстракуррикулара. Даже не просто ради экстракуррикулара, чтобы экстракуррикулар, а потому что нам это нравится, потому что за этим стоит идея шеринга эмоций, мыслей, очень ценных знаний. И хочу, чтобы вы помнили это, о том, что жизнь строится на этом. Каждодневные шаги, да, как там? Ладно, не могу вспомнить, сейчас слово не вспомню.
В целом, очень хорошо запомнился действительно 11 класс. Но несмотря на то, что вот looking back, я не вспомню, что было конкретно в первой, второй четверти, но действительно есть моменты, которые очень хорошо запомнились, просто потому что они были эмоционально впечатляющими. И что ты добавишь? Ну, я хочу тоже добавить и к предыдущему, и к этому топику, потому что, опять же, мне кажется, мы с Дамелей были довольно активны в этом году. Он был плодотворный в плане идей, в плане реализации их. И на самом деле мы вот обсуждали, если у вас есть идея, то, брошки, никогда не держите просто все в голове, не надо ее съедать в себя просто. Просто напишите своей такой же crazy подруге в 3 часа ночи: Азиза, у меня есть идея. И просто проговорить ее полностью, потому что на самом деле, когда человек загорается идеей, когда он passionate о чем-то, ты просто смотришь такой: вау, я хочу быть с ним, короче, на этом драйве, реально. И вот мы вспоминали, как у нас вообще образовалась идея данного подкаст-шоу. Дамель, расскажи, как ты мне написала. Получается, я, кажется, в то время была на вот таком вот что-то... Получается, это было, когда я активно вела свой клуб. Да, вот об этом чуть попозже. И я была на таком эпизоде, когда я очень каких-то... Мне приходили очень хорошие идеи. В плане, я не говорю, что сейчас их нет. Просто именно этим запомнился именно этот период. И, получается, я ей пишу. То есть я пришла домой, я то ли переоделась, то ли не переоделась. Короче, я беру телефон, ГС записываю в таком состоянии, как, знаете, вот этот фиолетовый миньон. Вот я себя, примерно себя так же ощущала. И я такая: Азиза, а что, если мы вот так вот сделаем? Короче, я не знаю, мы будем снимать то ли видео, то ли аудиозаписи, как-то, не знаю, в ТикТоке, посты. Но я хочу, чтобы мы делали вот так вот. Короче, мы там всякие такие крутые... Ну, мы же на самом деле знаем много чего, да? И мы могли бы эти мысли передавать другим ученикам, не только ниш, но и по всем другим школам, чтобы они понимали, чтобы они вообще получали очень хорошие инсайты, чтобы у нас получилось построить очень такое комьюнити активное, которое стремится развиваться, которое стремится к успехам, ну и просто быть более осознанными, более действительно знающими и придающими значение вещам таким в жизни. И что-то я ей записываю, потом она такая: вау, да, классная идея. И я такая, ну, получается... Мы вообще собирались, да, ее реализовать, то есть идею нашего подкаст-шоу, и потом строим график, типа, когда мы будем снимать, когда мы будем выкладывать, и я вот расставляю вот так вот, то есть как-то с большими расстояниями, потому что я думала, что мы не успеем, и это будет некрасиво, и потом Азиза такая: а чё, давай вот так вот, давай, короче, на неделю сразу, короче, сняли вот, и на следующей неделе выложим. И я такая: а что, так можно было? И вот в этом плане Азиза мой акселератор, потому что, ну, серьезно, без тебя я бы не начала, да. Поэтому очень классно, когда у тебя есть мейт. Да. Поэтому надо делиться своими идеями, ребята. Вы никогда не знаете, вдруг вы найдете человека, который также мыслит, и вас прям законнектится, и вы такие: давай. Ну, как здесь, да? Ну, кроме этого, у нас, получается, у обеих в этом году был клуб новый. Я в том году один клуб начала, его передала в этом году, и начался в этом году новый клуб. То есть как по ступеньке уже пошла. Дамеля в этом году тоже открыла свой клуб, она об этом расскажет сейчас после меня, потому что там прям большая история интересная. Потом этот клуб, это было прям очень интересно, потому что я очень хотела начать его, я его наследовала от прошлого выпускника, я прям ждала, короче, когда смогу начать активность этого клуба. Да, очень масштабный. Да, довольно масштабный. Это клуб между, типа, городами, между нишами 16 городов. И еще в этом году мне получилось стать министром культуры, я проводила много больших таких масштабных мероприятий на всю школу, и когда ты делаешь что-то на всю школу, ты такой думаешь: вау, я делала что-то на всю школу. Это все как-то почувствовали частичку моего труда. Это прямо
Это как, знаешь, режиссером быть. Да, типа такого. Ты ощущаешь, вау, типа все реально были вовлечены в это. Да. Вот это было очень интересно. Также, ну, во время учебы тоже мы обе старались в этом году. Что еще было активно? Еще как будто много всего. Но мне кажется, этот подкаст тоже, это прям такая что-то, что зародилось какой-то маленькой идеей, и потом стало вот прям вот таким. И мне это тоже очень нравится, конечно. Ну, еще всякие различные конкурсы и так далее, но это ладно. Что у тебя? Что у меня? У меня клуб, как ты сказала, стоит о нем рассказать. Я все лето работала, поэтому у меня не было особо представления о школе, честно. Но к концу лета у меня появляется такая идея, а что если в школе будет какой-то клуб, в котором будут люди, которые стремятся развиваться. То есть клуб личностного развития, личностного и эмоционального развития учеников, я бы сказала. И потом я такая, а что в смысле, а почему бы мне его не открыть? И я пишу Азизе, я такая, вот, у меня есть такая идея, что мне делать? И она говорит, ну, ты же можешь написать вот министрке культуры, и она тебе даст, наверное, что-то сделает, короче. Еще тогда было время, то есть начало учебного года, и я думала, блин, я же уже не успела, наверное, их надо было давно регистрировать. Потом как раз мне отправляют документ для регистрации, я такая, так тоже можно было, оказывается. И получается, я быстро-быстро все подготовила, на ярмарку подготовилась, потом собрала 37 человек, и я такая, вау, 37 человек сразу. Я еще волновалась, думала, вот меня, короче, все заскипят, никто не захочет. Но, несмотря на то, что посещаемость, с ней были проблемы, но я поняла самую главную мысль о том, что как слоган TEDx «Ideas worth spreading», то есть идеи заслуживают распространения, так и здесь. Я думаю, это вообще к всему применимо, потому что я поняла самую главную мысль о том, что все, что важно для тебя, найдет отклик от людей в любом случае. Я хочу, чтобы вы это помнили и не останавливали себя, когда вам в голову приходит такая вот безбашенная идея, которая чаще всего может требовать ваших усилий эмоциональных и физических, потому что, например, в нашем примере с Азизой нам нужно таскать свет, нам нужно записывать, планировать время, но и эмоционально у нас проблемы с микрофоном. Меня достали вот эти проблемы с микрофоном, потому что, получается, мы купили 2 микрофона, они в итоге не рабочие. Потом... Один сгорел, да. Да, стоит это сказать. Просто чтобы вы понимали, мы сейчас записываем второй раз. Это второй раз мы так записываем. Потому что, представляете, видео просто взяло и остановилось. Спасибо большое, очень приятно. Но это нас не останавливает. Да, потому что нет пути, который не был бы тернистым. Я сейчас даже придумала аналогию с тем, что асфальт очень... Самый гладкий асфальт в любом случае когда-нибудь станет таким шохалах. Или это только в Казахстане, а? Да. Еще Азиза, масштабные мероприятия — это зимний и осенний бал. Очень запоминающийся для всей школы. Ребят, вы знаете, вот мы, да, возможно, грешили тем, что, блин, такая музыка была не очень, не понравилась, не могли танцевать. Но обратите внимание на всю декорацию, все самое красивое, что стоит в ваших залах, все эти выступления, те же самые танцы. Йоу, за этим стоит весь упорный труд группы людей, и in particular ее, всем ученикам нашей школы. Ну, в плане, я не говорю это так, что типа, боже, как вы так могли сказать? Нет, я делаю просто плавный переход к Азизе. А еще насчет музыки, мне кажется, в этом году у нас, наоборот, очень хороший был плейлист. Просто этим мы над этим тоже очень много работали. И если говорить именно о моментах, которые запомнились мне больше всего в этом году, я бы тоже вот упомянула осенний бал, потому что
Вот в этом году мне посчастливилось стать тоже частью парламента, министра культуры и организовывать такие вот мероприятия. А я как человек, который очень любит планировать и реализовывать, для меня это прямо идеальная работа была. Ну, конечно, много ответственности, но мне очень нравилось то, что мои мероприятия, то, что я могу придумать просто в своей голове, реализовать, оно станет чем-то вот воспоминанием для каждого, кто будет в нем участвовать. Я все еще смотрю на фотки оттуда, я такая думаю, вау, капец, а это все зародилось в этой башке. И мне очень нравилась тема. Мы взяли Кунминаем. Это, кстати, немножко рефер к песне Тархан Джоза, то есть, да, там еще эту песню играли наша группа. И мне очень понравилось, как прошел этот бал. Очень понравилось работать над декорациями, но вы не представляете, как много стресса это было. Это было довольно стрессово первые какое-то время, когда, допустим, что-то не получалось, и думала, все уже не получится. Но все же я была нереально excited просто. Наверное, мои подруги особенно замечали, как у меня просто горели глаза, как я просто такая, надо сделать столько идей для реализации. Ты реально очень светилась в это время, да. И когда, типа, ты реально это делаешь, и в процессе ты просто смотришь, и все люди, ты это делаешь не просто для себя, а для всей школы, ты такой думаешь, офигеть, типа, каждый из них может стать, типа, частичкой моего мероприятия, каждому это запомнится. Поэтому вот это воспоминание прям жестко осталось у меня вот в сердце, я никогда не забуду. Кстати, Дамеля, мне кажется, тоже в этом плане хорошо себя проявила в этом году, потому что на скольких мероприятиях ты была ведущей в этом году? Ну, вроде немного нет. Но в прошлом году я ведущей была на этом линейке последней. Тогда, короче, я в школу уже зашла, и там суета везде, кто-то туда бегает, туда-сюда, вот эти выпускники. Потом вот Рашон Тургуловна, завуч школы, она меня поймала, такая, тебя как зовут? Я такая, Дамеля. Директор Айтватер, произношение, английский. Что ведь молодец. Я такая, спасибо. После речи было? Да, это было после. И это был тоже момент, когда я такая, а что так можно было? Потому что мысль о том, чтобы проводить линейку, то есть быть ведущей, то есть закрывать учебный год, по сути, и провожать 12 классы в прошлом году, потому что у меня было очень много близких людей оттуда, она мне очень душу грела. Потом я такая, пойду я к организаторам, я скажу, можно мне вести, пожалуйста? И получается, все получилось, представляете? Так легко на самом деле, если вы строите вот эти вот эмоциональные, не знаю, как там, воображаемые барьеры в своей голове на пути к своей цели, на самом деле их нет. И знаете, вот как Азиза сказала, в процессе ты этого не замечаешь, на самом деле, потому что ты о чем-то волнуешься, но иногда бывают моменты, когда ты такая, вау, наконец-то получилось. И на этом и строится жизнь. Это вообще Я добавлю. Возможно, у вас есть какое-то типа желание это сделать, и вы такой думаете, я бы хотел, но вас никто не выберет, если вы сами не проявите себя. Да. Потому что если у вас есть желание, то есть что-то вас подвигло это сделать, почему бы не попробовать? Все остальные такие же школьники, как и вы, такие же ученики. Просто подними свою руку, скажи, я хочу. Если остальные боятся, то и делай. Например, вот Дамеля, она отличилась на линейке в прошлом году, и в этом году, мне кажется, я звала ее на каждое мероприятие, которое я проводила. Дамеля будет ведущей. Да. Поэтому давайте будем открывать свой потенциал и не бояться, например, если вам нравится проводить мероприятие, бери и проводи. Да. Показывай, что ты это можешь делать, и потом люди поймут, он может это делать? Ну все, берем его. Потому что, знаете, честно, бывают такие моменты, когда, типа, сидишь, ты думаешь, может, они меня заметят когда-нибудь, может, если я буду вот так вот сидеть, и они подумают, эта девочка такая, эта девочка или мальчик такие загадочные, может, у них спросить? Нет, такого не будет. Кому нужны загадочные? Иди, говори, я могу просто, и все. Я загадочный. И вот такие моменты заполняют жизнь, и такие моменты запоминаются очень сильно. Да. У меня это... Вообще, если одним словом описать,
год учебный, то я бы сказала, это взросление и осознание. Ладно, это два слова. Потому что много чего я осознала, многому я научилась, многим мне пришлось, наверное, жертвовать, не знаю. В общем, мне пришлось перестраиваться очень сильно, потому что в этом году меня кикнули с общаги. Спасибо большое, очень приятно. Вот запомним. Да. И мне приходится ездить в школу каждый день почти по часу иногда, если не на машине. И трудно, обратно ехать тоже очень долго, но адаптироваться и принимать, что поделаешь. И это хорошо, потому что это дает тебе вообще вот так вот, не знаю, осознание того, что надо двигаться, надо как-то что-то менять, наверное, и осознавать многое. Я не знаю, это ли из-за развития мозга, но взросление очень сильно ощущается, то есть какие-то резкие перестройки в мыслях, сознании, и это тоже очень хорошо. А ты бы что сказала? Я бы сказала, что в этом году это больше для меня было... Если в том году мне тоже казалось, что больше развития, осознания, взросления, поиск себя, да, то в этом году это больше как выстраивание окружения, типа такого, наверное. Потому что вот этот год для меня больше был, во-первых, excitement, то, что я хожу в школу. Неужели первый раз за 11 лет мне хотелось ходить в школу? У меня реально такое чувство было. И, во-вторых, это было больше о людях, о своих, конечно, лучших вообще подружек. У нас есть группа «Дача», где все девочки с нашего класса, и мы просто так сильно сблизились именно в этом году. Да, Хотя очень. думаешь, 7 класса вместе, но Да. именно в этом году, может, мы просто постарше поняли, какие мы все офигенные, и начали прям жестко общаться. Но реально, в этом году очень сильно запомнились всякие чаепития, подготовка к какому-нибудь мероприятию, перекус между ним, болтание, разговоры по душам, прогул в физры в раздевалке и кушать тортик до Мели на день рождения. Это все реально прям греет душу. Ну, и вообще появилось довольно много новых лиц в моей жизни, новых знакомств, и реально развились отношения крепкие со многими людьми, и я этому очень благодарна новым опытам, новым, не знаю, ощущениям в этом году, именно связанным с людьми и социализацией, что иногда бывает трудно. Да, действительно, не бойтесь вообще, не бойтесь проявляться, не бойтесь идти к людям, говорить о себе, потому что в конце концов вам придется рассказать о себе. И наоборот, сейчас, когда вы находитесь в довольно-таки комфортных условиях, когда вы живете у родителей, вы ходите в школу каждый день, и вам не надо говорить о себе, не надо, как бы, знаете, бороться за чужое внимание, как, например, если бы вы устраивались на работу или в университет. Поэтому я бы хотела сказать то, что вот нужно оттачивать soft skills очень сильно. И вообще в целом не бояться людей, потому что, ну, что он тебе сделает, он тебя сожрет, что ли? Реально. И опять же, если смотреть опять на 11 класс, ну, смотрите, у нас 700 учеников в школе примерно, да? Ну, по ИФЛ, если говорить. И большинство живет просто average, не school life, типа, ну, типа, просто приходит в школу, учится, уходит обратно. И поэтому, типа, в чем проблема просто взять и разукрасить эти будни, сделать так, чтобы ваша школьная жизнь, особенно старшая школа, о, боже, обожаю этот период, реально запомнилась вам навсегда. Ты просто ощущаешь... High school? Это реально high school. Ну, так ощущается. Столько свободы, столько, не знаю, ощущение, как будто ты можешь реализовать то, что ты хочешь. И, типа, пользуйтесь этим, пользуйтесь возможностями. Мне кажется, если вы можете выделиться среди толпы, выделяйтесь, потому что, боже, если вы, ну, типа, что-то не очень сделаете, типа, вам будет стыдно, все забудут вообще без разницы. Но главное, вы сделаете себе новые воспоминания, вы не будете жалеть о том, что вы не сделали, чего хотели. Да. Поэтому создавайте эти воспоминания, делайте, активничайте. Во-первых, для универов, потому что мы их очень любим, мы в них очень хотим. И, во-вторых, для себя самих любимых, потому что мы еще запомним, если не эти воспоминания? Да, очень хорошо сказала. И в заключение, в целом, хотим передать вам эту мысль о том, что это как, блин, у меня такое ощущение, будто мы бабушки, которые наставления дают внукам. Но
Это действительно так, это всегда так, потому что ты спрашиваешь что-то у старшеклассников, и они тебе говорят, «К- там, посмотри заранее университет, ты прямо сейчас начни писать мотивационные письма». Ну, оно так и есть, потому что ты не хочешь, чтобы люди повторяли то, что ты, там, твои ошибки, и не хочешь, чтобы они страдали или что-то такое. Передать свой мудрый опыт. Да. И в целом, давай 4 слова, потому что нас двое, о том, вот, касательно вот совет, да, 4 слова. По одному. Наслаждайтесь. Не бойтесь. Пробуйте. Идите. Продолжайте идти. Да. И хотим передать вам эту атмосферу, это настроение энергичности, зажженности и стремление идти вперед. Хотим сказать вам о том, чтобы вы не боялись действительно проявляться и знали то, что у вас есть весь потенциал для того, чтобы добиться всего, что вы хотите. Да. Для этого нужна вера в себя и, самое главное, упорная работа. Конечно. Да. Но если вы четко знаете, чего хотите, и распланируете свои steps, то тогда этот путь будет очень хорошо ощущаться. Небольшой переход на фронтальную камеру. У нас опять освещилась камера во время съемки. Понятия не имею, почему. Да, отправляйте это видео своим друзьям. Мы обязательно все прочитаем, на все комментарии ответим. Делитесь вот своими впечатлениями об этом учебном году. И мы вас очень любим. Опять спасибо большое, что смотрели до конца. Встретимся уже в следующем эпизоде с новыми инсайтами, с новой информацией. А пока, пока-пока.